11 медалей международного уровня, более 500 на российских соревнованиях завоевали в этом году спортсмены Коми. И в том числе из сельских районов. Однако условия для развития спорта в муниципалитетах разные. Недостаточно капитальных объектов, профессиональных кадров и спортивного инвентаря. Об этом сегодня говорили на встрече депутаты Госсовета региона, представители Минспорта и муниципалитетов Коми. К чему пришли, знает Ольга Коняева. Условия для занятия спортом в городах и селах Коми разные. Только треть сельских жителей региона постоянно занимаются физической активностью. Потому развитие сельского спорта – отдельное направление. Финансовые вливания прежде всего в рамках национального проекта «Демография». В 2020 году в селе Выльгорцы Тавдинского района, в 2021 году в селе Харткирос были созданы площадки ГТО. В 2022 году завершится создание 2 спортивных площадок ГТО, одна в Обьячево и в Усть-Ухта, Сосногорск. В Обьячево также в 2022 году началось строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом и залом для атлетической гимнастики. И вот этого объекта планируется до конца 2023 года. С помощью народного бюджета за 2 года в регионе воплощено в жизнь почти 60 спортивных проектов. С этого года работает и новый механизм финансирования исполнения наказов избирателей. Мы в прошлом году депутатами Госсовета приняли закон, который позволяет депутатам выделять средства на исполнение депутатских наказов. Ну, например, из собственного опыта в Удорском районе в этом году будет построена, в селе Вашгород будет построена спортивная площадка, которая там, по сути, никогда, наверное, и не было такой достойной. В Книжпогорском районе в Доме детского творчества отремонтирована кровля, крыша этого спортивного зала. Усть-Вымский район в лидерах среди сельских муниципалитетов Коми в развитии спорта. Как считают сами жители, благодаря хорошей спортивной инфраструктуре в Микуне и Жешарте. В приоритете лыжные гонки, волейбол, футбол, настольный теннис. Но до идеала далеко. Потому, говорят ветераны спорта, молодежь уезжает, предпочитая более комфортные условия. Да, сейчас есть малые проекты, народный бюджет, но я считаю, что этого недостаточно. У нас сейчас во многих даже районных центрах даже нет спортивных залов. Вот, условно говоря, Вайкино, районный центр, взрослое население попадает только 1 раз вечером в спортивный зал, потому что основное время дети, спортивные школы занимаются. Вопрос, большая часть молодежи увлекается именно игровыми видами спорта. В районе создана общественная организация для разработки проектов на гранты, например, главы Коми. В этом году выиграли 750 тысяч рублей для села Усть-Вымь на оснащение тренажерного зала. Но обязательное условие – софинансирование проекта – часто делает невозможным участие в грантовом конкурсе, говорят представители села. Из скромного бюджета трудно выкроить дополнительную сумму. Свои средства районы тратят на проектно-сметную документацию, но строительство затягивается. Это тоже проблема. Уже 2-й год готовый проект лыжной базы для Харткиросского района не попадает в адресную инвестиционную программу. Других источников финансирования не нашли ни муниципалитет, ни Минспорта. Цена вопроса – 60 миллионов рублей. Я думаю, муниципалитеты не понаслышке меня поддержат, как тяжело нам в настоящее время получать вот эту экспертизу, как долго ее приходится проходить, сколько затрат на это муниципалитету требуется. Поэтому, уважаемые депутаты, просим поддержать, включить в протокол данное мероприятие, обязательно включение по строительству лыжных баз. Я знаю, что в Нившире лыжная база, у нас в городе Сыктывкаре лыжная база тоже подвисла по строительству. Но у нас уже 2 года проект висит, еще буквально год, и нам заново придется проходить повторную экспертизу. Ощутим кадровый дефицит. В 4 районах не хватает 12 тренеров-педагогов. Нужны специалисты адаптивного спорта. В планах Минспорта обучение специалистов, создание сельских физкультурно-спортивных клубов, закупка инвентаря и транспорта для выездов сельских команд на соревнования. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган.